Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Султашов Вячеслав, ученик 11 класса школы номер 25. У меня доклад на тему особенности художественного перевода прозаических произведений, написанных в психологическом жанре, на примере перевода Василия Васильевича Яковлева рассказа «Сенгин Эрдене. Ребенок Голшаровских». Цель у нас будет выявить особенности художественного перевода прозаических произведений, написанных в психологическом жанре, на примере перевода Яковлева рассказа «Сенгин Эрдене. Ребенок Голшаровских». Задача у нас будет изучить особенности психологических произведений. Второе — выявить особенности художественного перевода прозаических произведений. Третье — изучить творчество писателей Василия Васильевича Яковлева и Сенгин Эрдене. Извиняюсь. Четвертое будет сопоставить перевод Василия Васильевича Яковлева и перевод Людмилы Константиновны Герасимович повести «Сенгин Эрдене. Ребенок Голшаровских». И пятое у нас будет сделать заключение. Художественный перевод прозаических произведений является одним из самых трудных переводов, особенно когда недостаточно изучена переводческая деятельность писателей якутян. Василий Васильевич Яковлев был переведен рассказ «Сенгин Эрдене. Ребенок Голшаровских», который перевела на русский из монгольского языка Людмила Константиновна Герасимович. Для того, чтобы узнать, сохранены ли формы психологического переводимого текста, были сравнены описания. То есть это речи героев, деталей, портретов, пейзажев. На примере сопоставления анализа переводов. У нас есть три формы психологизма. Это у нас суммарно обозначающийся, косвенный и прямой. Объясню вам, что обозначают эти формы. Суммарно обозначающий — это речь повествователя. Косвенный — это различные детали, портреты, пейзажев или интерьера. Прямой — это речь героя, либо его сны. Сейчас мы сравним русский перевод и якутский. Суммарно обозначающий текст Людмилы Константиновны было написано: «Для хангайского бедняка Дагдана не существовало на свете коня милее и дороже гнедого со звездочкой». А текст Яковлева на якутском языке: «Хангай Джангдана Дагдан рейдака күн сирега кини туалахтах турагахыттан ураты кара онна күнду от сохата». А в переводе Яковлева данное предложение написано с красной строки, тем самым выделив этот комментарий писателя. То, что я говорил, это речь повествователя. А косвенный психологизм, перевод Людмилы Константиновны на русский язык: «Гнедой учил в нем чужого, бока его напряглись, он запредал ушами и раздул ноздри». Перевод Яковлева: «Туарагас тура кейтен билбите, холун этин таттаран джиген бите, кулгахтарын саган бите, онна таңытын көрдü бите». А Яковлев подробно передал и сохранил детали. Это различные детали и портреты, как я говорил, пейзажи, либо интерьеры, да? Прямой психологизм. Сейчас. Людмила Константиновна перевод. Конечно, он радостно подтвердил тут, красив как. Перевод Яковлева: «Кинеби, чахчикини, киите юаретус пита, барахсан тогобердей». Яковлев сохранил прямую речь и показал чувство героя. Я вам показал все три формы психологизма, которые я на примере Людмилы Константиновны и перевода Яковлева вам рассказал. Итак, у нас заключение. Таким образом, мы выявили, что, вероятно, якутский писатель Василий Васильевич Яковлев, монгольский писатель Сенгин Эрдене были знакомы, так как учились в высшем литературном курсе при литературном институте имени Максима Горького в одно и то же время. Также мы выявили, что при переводе психологического перевода важную роль играет передача смысла, идеи переводимого произведения, замысла автора, благодаря которой раскрывается характер персонажей. Яковлев в своем переводе полностью применил все три формы передачи психологизма, тем самым сохранив идею переводимого произведения. Спасибо за внимание. Всего доброго.